Пока я сюда поставлю. Так, ну что, сегодня у нас пятница. Пятница. Так, ну что, давайте посмотрим. Проспект Ленина, что с ним делают. Вот что с ним запустил. Его доделывают уже. Видели, там какая яма была здоровая? Вот здесь вот на этом месте. Так, а сейчас, короче, засыпали. Засыпают. Так, еще пока никого нету. Стрим идет минуту. Ну там потом, кому интересно, посмотрит запись или как. Вот что делают. Короче, разравнивают, насыпают гравий. Вот таким образом, вот такими большими машинами, грейдерами, всякими тракторами и так далее. Ну вот, она получается от улицы Кулаковского идет. От улицы Кулаковского вот до сюда, до улицы, это у нас улица Октябрьская. Вот таким образом, вот смотрите. Какие люди, ой, какие эти трактора ездят здесь. Какие здоровенные. Вот у них собрался погружать. А вот сетка. А, это у нас сетка. Так вот идет работа. Вот коготь. Вот здоровый. Ё-моё. И ему вот так вот его погружают сюда, в эти самые трактор в этот. А он уже везет до туда. Так, здесь что у нас? Ух ты, какая здесь, какой-то здесь этот, смотрите, как он называется, привозит, который технику, да? Даже не знаю. А, вон он погрузил и туда едет, короче. Вот, видали, да? Два даже рулона взяли. Его, короче, так, туда расстилают эти рулоны. А здесь смотрите, какая гора гравия. Ой, ё-моё. Это же гравий, да? Видали, да? Он в два раза выше, чем я. Метра 4, наверное. Вот эта горка. Вот два человека. Так, качает, да, вас качает. Ну ничего не поделаешь. У нас минус 32 сегодня. Там, как могу, так и снимаю. Вот, короче, улица Ленина. Уже вон ту часть от Кулаковского, да. Улица Октябрьская, ее, получается, уже, ну, доделывают. Там насыпают этот грунт, гравий и идут разравнивающие работы. Так, а здесь у нас, вот смотрите, что у нас здесь. Какая гора здоровая. О, взяли, да? Это просто нефть. То есть это туда пока привозят, потом будут тоже, видать, туда увозить и разравнивать. По идее, это вот эту еще должны часть Ленина уже делать. То есть ее кусками делают. Вот такие вот мощные масштабные работы. Здесь, смотрите, тоже, смотрите, сколько. Ох, какие здесь горы. Щебень, да? Щебень какой-то. Как мне тут пройти-то? Земля какая-то. Отсюда.
Там уже, говорят, где-то снега попадали на юге. Ну, вас теперь снегами-то не удивить. Так что потихоньку Россию засыпает снежком. Ну вот, отсюда. Здесь вот это вот лежит, ой, как она называется, свайна, перегорожает путь, чтобы машины не ездили. Вот отсюда только. Они доезжают. Ох. И все. Так, ну давайте, это мы приближаемся с вами к площади Ленина. Сейчас я там встану где-нибудь, почитаю комментарии, я на морозе не могу читать, извините. Потому что перчатки, и все. Снимать надо их. У нас мороз кричает. А что такое забудка? Киоск союз печати, что ли? А, горпечать. Печати старинки. Какие-то у нас тут что-то продают даже. И сегодня... А, тут вот они как сделали. Тут вот оттуда можно зайти погреться. Идите, перейдите. Сейчас сколько стоит? 40. 40 уже. Цены-то как растут. 40 рублей уже якутский черный. Кто знает, а стоил он 25 рублей. Для кого 25? Что-то, я не знаю, рублей по 15, что ли, или по 10 даже раньше продавался. А теперь 40 рублей. Ого-го. Так там реклама еще. Купишь ты эту макулатуру, а там половина рекламы всякой. И что попал, что такие деньги тратил? Непонятно. Тем более сейчас есть интернет. Опять что такое стая. Продуктовый, что ли? А, бытовая химия. Слушай, низкие цены. Ё-моё. Сюда же иду. Так, привет, привет. Крымчанин, привет. Зашел погреться. Ничего мне не надо, а просто погреться. Зашел. Телефон погреть. Вот магазинчик бытовой химии здесь. Сейчас на площадь Ленина пройду, елку поснимаю. Что там поставили интересного. Стаканы продают граненые. Прикольно. Рюмки под водочку. Далее, да? К Новому году рюмки надо покупать. У кого нет. Так, а здесь продукты. Все химия. Что? А, не, отсюда. И химия, короче, и продукты все в одном магазине. Ну, нормально все стало. Так. У нас здесь аптека, вот уже елки. Во все у нас уже Новый год в Якутске. 1 числа зажгли. Короче, ресторан Бикетов. Ага. Это по Якутску я хожу. По Якутску. Привет, Эль. Привет, снег, да? Вот ресторанчик хороший такой. Дом русской кухни. Здесь можно зайти, покушать еду вкусную. Чего? Карточку банка не видел. Нет, не видел, извините. Ага, нет, не видел. Потеряли карточку Сбербанка, ищут товарищи. Обронил бедолага. Ну, теперь ему что, надо блокировать эту карту и восстанавливать по новой. Даже если
кто-то найдет ее, наверное, стоит ее переделать. Потому что там все эти секретные коды на ней написаны. Сейчас проходим с вами на центральную площадь Ленина, да. Вот сейчас я вам покажу, как у нас тут инсталляция, какая шикарная. Да. Сейчас я вам покажу. Вот она, елка сама. Ее зажгли 1 декабря уже. Вот. Ну и получается, машины ездят вот до сюда, до улицы Кирова, то потом уже сворачивают вот эти все автобусы. Вот тут у нас, короче, самый центр, это площадь Ленина. Вот памятник Ленину там стоит. Вот он. Вот это бывшее здание обкома партии. Вот это главное, как бы, в Якутске было. Ну, сейчас здесь дом правительства. Ага, да, у нас Новый год уже, Эль, да, представляешь? О, полным ходом. 1 числа здесь, вот на этой площади, было зажжение елки с фейерверком. Салют был такой, минут на 15. Где-то пуляли вот эти вот всякие фейерверки. Да, и это причем одна елка, а есть еще вторая елка на площади Орджоникидзе. Это чуть дальше, вон туда вон. Ну вот немножко тут покажу. Это значит дом правительства номер 2. Вот это вот дом правительства у нас номер 1. Дореволюционные названия города лучше были. Ну да, ну переименовали же. Все, дом правительства номер 1. Там за ним Илтумен. Ну, не будем туда ходить. Госсобрание Якутии. Вот это улица Кирова. Полиция едет за кем-то. Так. Ну и давайте туда пробежимся. А давайте я вам туда скажу. Туда скажу, там я не снимал нашу инсталляцию. Что там они поставили? Ну, по-моему, год тигра, надо ставить это тигра, а они там этого рогатого быка поставили. Да. Давайте посмотрим. Вас там трясет, но мне приходится вот так с руки нести. К сожалению, когда стрим идет, стабилизатор отключается в телефоне, и вот так вот все болтается. Поэтому вы все извините за такое качество. Но у нас минус 32, тоже особо не пошикуешь. Вот указатель, куда идти. Вот такого плана здесь. Вот, кстати, с этим рядом вот бывшее здание обкома партии республики. Ну, Якутская автономная социалистическая республика. Значит, вот такие елки здесь шикарные вообще. Шикардозные елочки. Вот большие, высокие они вымахали. И вот здесь памятник Ленину. Ну там вот это вот загорожено сейчас. Вот эта часть вся. Вот эта реставрация идет. Там трибуны. Трибуны, понимаете, да? Вот отсюда елку. Там еще надпись 2022. Видали, да? А здесь вот такая вот инсталляция. Но она похожа с прошлого года еще. Прошлого года, да. Такая. Что-то не с деревяшек каких-то. А, ну тут из всего подряд сани. Вот такие с подарком уже. Вот. Детские вот эти игрушки какие-то, да? И надпись такая: не трогать. Она, кстати, светится, да? То есть там внутри подсветка, шарики вот такие. Ведется видеонаблюдение. Да. Ну, этот вандалов специально, чтобы вандалы не могли. И вот это же бык. А вроде бы тигр должен быть. Но, видать, еще раз в год этого тигра не наступил, его и не ставят, что ли. Это же этот буйвол. Ну, вот такие вот здесь игрушечки новогодние. Все это светится вот так вот. Где-то подсветочка есть. Вот таким образом. Олени, олешки. Вот такая вот она инсталляция. Ладно, давайте вон туда сиганем теперь.
Так, это мне надо или туда, или сюда идти. Давайте потуда пройдем. Потуда, по тому переходу. Тут фиг перелезешь, он какой забор, блин. Перебежишь. Ну ничего, погуляем. Немножко погуляем. Вот это здание. О, кто-то там появился, да? Какие-то нехорошие. Как мне вас заблокировать пользователя? О, удалил. Здание Якутсгеология. Вот это вот. Вот это большое старое здание, историческое еще. Часть его обсыпалась, вот та часть правая, там сваи что-то пошли, и, короче, часть здания обсыпалась, но его укоротили теперь. Так, ну все. Мне надо ждать 34 секунды. Так, я удалил. Ну, это улица Ленина, это улица, по-моему, большая, да, она называлась. Там, если кто помнит, напишите. Так, ну что, 9 секунд. Я вообще-то, кстати, немножко не по погоде. Ну, как бы, ненадолгое хождение по улице одет. Обычные ботинки, не очень теплые. Поэтому стримчик долго не будем затягивать. Ну и вот это, кто не видел, там я вообще снимал уже. У меня ролик есть отдельный на канале про... Я тут все в подробностях снял в хорошем качестве. Ну вот эти инсталляции, которые были и в прошлом году тоже. То есть вот эти вещи, они сохранились. Тут, видать, гирлянды, может, поменяли или что. Только и все. А вот сами вот эти конструкции, они такие же. Вот здесь вот этот подарок тоже вот такого типа. Тут, конечно, фоткаются все. Что-то он как неправильно фоткает. Выглядел правильно. Так. И сама елка. 4 человека смотрят. Шикарно. Шикарный показатель на канале. Смотрите. Вот вам. Во, такая вот вся в гирляндах, Ну, конечно же, люди фотки делают. Вот такие вот здесь звезды навешаны, гирлянды, шары такие здоровенные. Вот. Тут такой заборчик. Что-то вот такие домики стало популярно ставить, и типа в английском или каком-то таком европейском стиле, да? Такие вот домики небольшие, как бы. И вот елочку вам. И там наверху звездочка. Звездочка. Так. Шарики какие. Видали, да? Минус 32. Тут можете заскринить, вот вам будет красивая фотка. Так, с севера. Ну и вот это вот еще штука вот эту тоже, туннель вот этот, проходить, через который тут тоже, конечно, сейчас у каждого сотовый телефон же, естественно, фотоаппарат, и все это фоткают друг друга. Не будем мешать пока, пускай там фоткаются. Такой вот туннель. Там он Якутский плаза. Якутск плаза. Бывший универмаг тоже. Историческое здание постройки там какого-то 50-го года. Старинное. Ну, по нашим меркам, по якутским. Старинное здание. Вот такой туннель. Немножко зайду. Тут вообще очередь, да, вот такая. Так вот в гирляндах. Даже несмотря на мороз, вот, у нас минус 50. Все тут светится, короче. Гирлянды эти светят. Так, ну и туда вон пройдем сейчас. Ой.
Рука у меня уже начинает немножко подмерзать. 2.02, еще вам елку. Еще вам елку. Вот такая вот елка. Елка. Ну, условно, конечно, это елка, это конус. То есть, когда строители делают, там монтажники, они сначала вот это металлический каркас, его устанавливают. Ну, понимаете, да? Металлический каркас, а потом обвешивают вот этими, как бы, имитацией веток. То есть самих веток-то по сути нету. Понимаете, да, веток нету. Это просто вот оттуда сверху вот эти вот гирлянды такие. Типа, значит, типа и ель получается. То есть на самом деле это конус. Вот такой вот конус. И это самое обвешанное синтетической пластиковой имитацией елки. С гирляндами, с игрушками. Сейчас даже игрушки-то не стеклянные, а пластиковые делают. Поэтому они кидаешь, она не бьется. Ну, давайте глянем. Цифра наша 2. Но, видно, да, как она все. Тут руками не трогать написано. Видали, да? Нельзя руками трогать. Ну, все вот в этот нолик, конечно. Нолик встают. Там с этой, с этой. Короче, чтобы здесь фоткаться, надо очередь занимать. Так, ну что, я издалека сейчас сниму вам. 6 человек смотрит. Шикарно. Шикарный показатель. Я отведу все сообщения. Так, а что никто ничего не пишет? Давайте пишите что-нибудь. Я что, зря что ли вам снимаю? В мороз минус 32 хожу тут. Вот, смотрите. Видали, да? Город Якутск. Сегодня какое 3 декабря у нас. Минус 32. Вот такая вот атмосфера. Еще одна елка здоровая на площади Орджоникидзе стоит. Вот там покрасивее будет. Иди домой. Сейчас я зайду куда-нибудь, погреюсь. Руки мне надо погреть. Так, а куда мне зайти? Тут еще должны вот на этой площади 2 поставить горки больших. Но их, видать, не ставят, что ли, не знаю почему. Пока не поставили. Красиво. Ну, да, в прошлом году, в принципе, тоже так же все. То есть это с прошлого года, короче, вот эти вот все штуки здесь. А, я сейчас понял, куда. Я сейчас доеду в театр и там погреюсь. Заодно посмотрим, что там идет. Какой репертуар. Можно купить билеты онлайн. Кстати, действует также для подростков пушкинская карта, по которой могут они ходить. Значит, там 3000 рублей выдается по Пушкинской. И на разные эти культурные мероприятия они могут ходить. Спектакли, еще что-то. Улица, это у нас Амосова, вот это вот, Амосова. Угу. Не живу там с прошлого года. А где не живете? Это я пропустил. Ой. Так, давайте. Вот это здание раньше оно было Якутгражданпроект. Вот это вот. Якутгражданпроект. А сейчас это здание УРУСа. Алмазы России Саха. Сокращенно. То есть вот там вот сидят местные боссы, которые управляют этой организацией. У них даже вывеска там. У них там все так круто сделано. Цивильно. Вот видно, да, там? Она не светится, но написано Алроса. Алроса. Вот тут у них тоже будет ставят. А, вот, кстати, привезли инсталляцию изо льда. Лед привезли. Будут ваять что-то изо льда, из льдин. Вот льдины, смотрите. Вот их такие, с реки вырезают куски. Такие вот глыбы, да? Вот такие глыбы вырезают. И, короче, потом из них ставят и уже ледовую фигуру делают. Вот эти мастера. Короче, здесь тоже будет какая-то инсталляция. Вот смотрите, сколько они привезли льда сюда. Кстати, кто-то даже речной лед пьет. Говорят, он полезный. Ну, мороженый вот этот чистый лед, его в бочке потом растаивает. И он, короче,
какой-то полезный. Я что-то знаю, любители такой воды. То есть они не берут эту воду из-под крана, а талую воду пьют. Она, значит, полезнее, чем обычная. Такая вот тут у них заезд. Да, лично, видать, эти гаражи какие-то есть. А это здание Русского театра драматического. Вот здесь вот у нас сквер есть. Ну, театр имени Пушкина. И вот тут бюст Пушкина, смотрите. Вот он, Пушкин. Вот такие вот фонари тоже вот в старом этом стиле. Того какого 18 века, да, 19, когда он жил. Александр Сергеевич Пушкин. Можно цветы принести, ему тут положить, кто почитатель его искусства. А это вот, что думаете, из-за дыма? Это у них котельная своя, газовая. И вот эта пара оттуда. То есть отапливается здание вот своей котельной. Вот Александр Сергеевич Пушкин. Так, и вот там вот еще один, короче, сейчас я дойду до туда. Недавно памятник открыли. Ой. Вот этот дом, кстати, постройки тоже у нас. Видите, да, тут колонны какие. Колонны шикарные. Каринский орден, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот это все. Этот дом 54 года постройки. Ну, классическая такая архитектура, вот это вот. Видно, да? Ну, то есть солидно так, и все, оно стоит уже долго. Ой, не вижу. Короче, 54 год постройки этот дом. 53-й, где-то так. Послевоенное время. Хотя в стране было сложно, но вот строили театры. Смотрите, какую махину отстроили. Вот в то время. Послевоенное. Театры строили. И здесь открыли памятник еще одному известному деятелю. В Якутии тоже он вклад внес. Вот. Угу. А внутри, ну, по-моему, там нормально, мне кажется. Вот тут у него цветы лежат. А как фамилия-то? Я что-то забыл даже. Где тут табличка-то была? А, вот она. Сейчас прочитаем. Валентин Дмитриевич Антонов. С мрамором в туалетах. Ну, да там, по-моему, нормально в театре. Я там был, на спектаклях хожу. Там люстра такая шикарная вообще. Тут вот елочки. Стоят, люстра шикарная. По-моему, там нормально внутри. Что там делать-то? Если мрамор какой-то, а зачем он? Ну, может быть, не знаю, что там добавить. Но это у нас же небольшой театр, как в Москве. Куда там золото в таком количестве? Так, сейчас зайдем сюда. Немножко пальцы погрею. По-моему, 6 часов тут будет спектакль какой-то. Обычно 6 часов вечерний спектакль. Здесь колонны, смотрите. Дали, да? Он орден знак почета еще, кстати, театр этот. Ему сколько? 100 с лишним лет. Больше 100 лет театру. Государственный театр. А здесь вывеска. Должна по-якутски быть надпись. Да, вот здесь по-якутски надпись. До 7 часов работает. Такие вот шикарные с этими, да? Как тут пройти? Во. Будем. Достаточно лежит. Что там, закрыто, что ли? Здрасте. А на новогодние каникулы уже продаются билетики, да? На новогодние каникулы? Да. Уже можно, да, взять, да? А вот здесь вот, да? Так. А сколько билетик стоит? Ну, взрослый или детский, там разница есть, да, в цене? Да, детский 400 рублей, взрослый от 350 до 1000. Ага. Понятно. То есть 1000 рублей это первый ряд, да, где-то? Так, и что идет? Золотой ключик. А где новогодняя вот это вот? Как она? Есть? Да, есть спектакль взрослый. А, да? А, вот это, да? А, вот 4-я, да? Угу.
Понятно. Тут можно посмотреть эти сцены. Спектакли разные. Здесь это сцена, схема зала с балконом. Так, ну что, пойдемте дальше. Здесь можно билетики купить по старинке еще, как раньше. А здесь уже проход, там зал. Здесь, ну, мы туда не будем проходить. Вот, кстати, хорошая батарея, смотрите, какая, в 2 ряда. О, шикарно вообще. Какая она хорошая, теплая. Можно руки погреть. Так вот. Сейчас я погрею и пойдем дальше с вами. Теплая батарея. Лучше снять, конечно. Сейчас мы вместе с перчатки прогреем. Две батареи. Можно ноги погреть и это самое, руки погреть. Ну, походишь, замерзнут. Не знаю, какие перчатки не в тему. Какие-то кожаные. Так, выходим. Уважаемые зрители. Так. Вот здесь вот такие вот барельефы, да, у нас. Засов. Можно закрыть изнутри. И вот такая ручка. Оба-на. Ой-ой-ой. Ё-моё, выходим и сразу... Ага. Полярная звезда. Ну, раньше Полярная звезда, вот этот отель назывался, а сейчас это Азимут по-новому. Азимут. Он входит, по-моему, в какую-то сеть отелей по стране Азимут. Тоже такой хороший отель. Там у него бассейн есть внутри. Бассейн. Здесь прямо удобно вот так, если вы со спектакля вышли. Вот, со спектакля вышли отсюда. Зимой сразу бам и на автобус. Кто ругает? А, там что ли? А там, не знаю, какой-то мужчина пришел в кассу, я не знаю зачем. Что-то выяснять. Я уже подробности такие, мне уже это не интересно. Пушкинская карта. Вот для подростков, кстати. С 14 лет она работает. 3000 рублей дают. И вот можно чуть ли не бесплатно ходить, по-моему. И вот репертуар «Капитанская дочка». Здесь по Пушкину. Вот у них. Это кто. 18 часов, телефон. Пожалуйста. Потом дальше запасной аэродром. Угу. Спектакль. По-моему, я на него ходил. Я на него русский академический драмтеатр. Вот этот запасной аэродром. По исторически. А, вот я на этот ходил. 2 берега одной победы. Это про перегон самолетов через Аляски во время Второй мировой войны. В Якутске был, вот Якутск, один пункт там был, где самолеты садились, заправлялись и летели дальше. Вот даже видно Киренск до Красноярска. Но на фронт самолеты с Америки перегоняли. Симчан, Марково, Улькал, Ном, Фэрбэнкс. Вот, пожалуйста. Вот эти вот. Интересный спектакль, кстати, такой типа мюзикла, то есть с музыкой, там, танцами. Интересно посмотреть. Сорванец 12+. Балаганное представление в 2 действиях. Про табор, что ли, какой-то. Кинотеатры тоже хотят в Пушкинскую карту добавить. Ну, это было тогда, наверное, они все сразу подключатся, если кинотеатры ищут. То люди
люди сразу начнут, конечно, подростки пользоваться. 3000 хорошие деньги. Это если билет 3000 рублей, это можно сколько? Можно 10 раз ходить в кинотеатр. Нормально, да? Ну, у него 3000 выдаются это на год. На год. То есть вот можно сейчас, в принципе, пушкинскую карту взять, но она обнулится, значит, 1 января. То есть с 1 января надо будет уже другую карту на следующий год брать. Так. И в Роше, вот это парфюм здесь тоже известная всем фирма. Ну, это идем по проспекту. Вот это здание административное, Ленина 22. Проходим. Вот под Наташей машины спрятаны. Вот они. Так вот, еще номер написан, чтобы Наташу не украли. Не украли. А здесь у нас пельмени. Лепим свежие пельмени. Даже вот есть столики такие. Видали, да? На улице можно пельмени взять и покушать. У них тоже оформлено. А, ничего не оформлено. Смотрите, какая. Я думал, санки. Это у них такая санки. Коляска. Типа того. Минкульт одобрит. Да, надо какие-то не американские вот эти вот, конечно, не на них, чтобы бесплатно ходили, а какие-то российские фильмы пускай показывают, и вот на них или скидка, или бесплатно. Пожалуйста, молодежь будет ходить. Конечно, человек дома сидеть надоедает. Тем более вот у нас каникулы хотят продлят, нет. Из-за этой пандемии хотят как бы каникулы новогодние подлиннее сделать. Тут тоже пекарня какая-то. Елка там стоит. Кольчусы, свежие обжарки. То есть вы так ходите, замерзли, так и вон можно туда пройти. Там он, короче, у них уже украшено. Мишка зачем здесь все делает? Новым годом. 1000 рублей. Выпечка по 68. Это вы забрали, да, видать? Мало совсем. Макарони эклеры. Хлеба, хлеб продают. Ну, забрали кофеаппарат. Вот так вот. Если вы промерзли, можете сюда зайти. Опять же, ну это летом, конечно, эти столы все. Летний вариант, конечно. Ой. Летний вариант. Так, сейчас я сюда зайду. Сюда я зайду. Там можно в тамбуре постоять. На морозе мне совсем неохота без перчаток ходить. Вот только по QR-кодам. Обалдеть. QR-коды. Вот там. Пожалуйста. Ну, я распечатал QR-код себе. На бумажке лучше, чем на телефоне. Поэтому. Что пишет? Видны все сообщения. Вот рядом сладкие мечты и Бон-Ами в нескольких метрах, да? Пекарня. Много стало. Видимо, люди охотно эту печку. Да, кому охота готовить самому, там, это кулинарить, это целое дело.
Надо много времени и желания. И сейчас люди обленились, поэтому в основном все заказывают всю эту еду. Так, ну что здесь? И здесь Сбербанк еще у нас есть. Еще Сбербанка. В таком стиле. Сбербанк. Красиво. Электронная очередь. Что, сбор? Это раздельный сбор мусора. Смотрите, у них офисная бумага. Тут даже пробки. Пробки, смотрите, от бутылок. Добрые крышечки. Можно закидывать отходы. Алюминиевые банки, пластиковые, вот прочие отходы. Почему в Сбербанке, интересно, сделали мусорку? Странно. Шарики. Ну и здесь банкоматы уже. Так, все, ладно, дальше пошли. Странная какая-то в Сбербанке мусорка. Сборный пункт раздельного мусора. Что-то вообще уже дожили. Нормально, да? Мусор надо выкинуть. Пошли в Сбербанк, выкинули там, потому что мусорка есть. Отдельно только вы рассортируйте. Предварительно там бутылки, картон, батарейки, крышки. Нормально. Ну, как анекдот. Скоро так в Сбербанке, ну я уже знаю, в Сбербанке уже у нас посылки принимают. Угу. Вообще уже, конечно. Он, по-моему, Сбербанк скоро все захватит. Они, доставка у них, и этот телевизор, вот этот онлайн-кинотеатр ОКО, тоже сбербанковский. И они даже эту приставку выпустили, свою вот эту мультимедийную Сбер. Ну, это здание, все, наверное, знаете, это мэрия города Якутска. Вот оно такое, еще советское здание. Ну, хорошо так сделано, выглядит хорошо. Тоже елочки. Напротив, вот здесь вот кинотеатр центральный, старейший тоже дом, еще, по-моему, военного времени или после постройки. Здание вот этого, тут раньше связь находилась, вот это вот историческое здание. Двухэтажное было, потом третий этаж настроили. Ну там АТС, телефонная станция была, короче, первая. Вот здесь вот стояла двойка. Ну и все, вот здесь вот выходим, здесь этих, смотрите, много этих магазинов всяких, дофигища. Вот этот проспект, тут торговый дом вот этот, потом там ЦУМ, потом Саха-Экспо. Короче, здесь Бургер Кинг и у нас КФС. Бургер Кинг и КФС. То есть, если кто любит от этих американских, как говорится, американскую еду, вот эту быстрого приготовления, может сюда прийти и здесь ее покушать. У них также доставка есть, в принципе. Так, проходим дальше. Видите, сколько народу здесь гуляет. Морозится. Так, мне может здесь перейти. Давайте здесь перейдем с вами. Чем там. Я думаю, телефон не замерзнет. Если что, куда-нибудь зайдем. Ну, вот они тут сдали в аренду вот эти помещения. Это сейчас здание Ростелекому принадлежит. Вот они сдают его. Тут первые этажи, вилка, ложка. Видали окна еще какие? Вот такие вот окна здесь. Ну, красиво раньше делали, такие кругленькие, а сейчас почему-то таких нифига не делают. Сейчас все такие прямоугольные, простые, пластиковые
рамы. Тут какие-то выдающиеся деятели. Дудкин Петр Иванович и Подбельский. Видному советскому деятелю, народному комиссару почт и телеграфа РСФСР, соратнику Ленина, родившемуся в городе Якутске. А вот он, годы жизни 1887-1929. Подбельский. Я думал, кто такой это? Дудкин, вот это здесь работал видный и общественный деятель, начальник управления связи ЯССР, участник Великой Отечественной войны, герой соцтруда Дудкин Петр Иванович. Он же, по-моему, и строил вот, колледж связи, ну, раньше техникум связи, сейчас он колледж называется. Да. Кстати, колледж связи имени его тоже назван, Дудкина, у нас. Вот идем по улице, по проспекту Ленина. Вот тут большая остановка довольно. Много здесь автобусов паркуется у нас. Мы движемся. Вот здесь офис Ростелекома, то есть кто там оплату какую подключить, приставка или еще что. Вот сюда вот идите, и вам там что-нибудь сделают или оплату примут, или еще перерасчет там, допустим. Или можете жалобу написать на них, что у вас скорость интернета слабая, там виснет постоянно. Вот Ростелеком, вот он. Ростелеком, технологии. Кстати, у меня вечером, пожалуюсь на них, вечером скорость падает вообще. То есть вот как приходишь после работы, садишься и скорость низкая сразу интернета. То есть это как похоже на эту трубу, знаете, да? Когда все горячую воду включают там, то она слабо начинает течь в доме. Вот то же самое. А вообще, она получается, эта скорость низкая, она где-то часов, наверное, до 12. А потом-то уже спать надо, ё-моё. А потом скорость, в принципе, нормальная. Не фертите, сеть парикмахерских здесь. Вот. Метут, сбирают. То есть кому подстричься недорого. Она, кстати, бюджетная, но в пределах со стрижка, по-моему, такая вот модельная, да, как 400 рублей. 400 или 450. А здесь у нас. Сейчас зайдем немного. Я постою вот в этом тамбуре. У нас один банк. Да, я не буду проходить. Посчитаем. Зайдем в центральный. Да я уже прошел, не прочитал, к сожалению. Я с другой стороны его обходил. Ну там много народу слишком, я не хочу выходить. Там тем более подростки тусуются, они все непривитые. Не боятся туда заходить, блядь, они в большом количестве. Дети, подростки. Поэтому. Будем обходить такие массовые источники возможного заражения. Сами понимаете, да? Поэтому надо ходить вот по таким местам, где поменьше народу. Меньше народу, больше кислорода. Так, когда выходим, у них тут операционный зал, офис. Тут пенсионеров обслуживают, кстати. Пенсионеров. Это иной раз зайдешь, там одни пенсионеры сидят. Ну, а некоторые пенсионеры еще же деньги наличкой получают. То есть, и вот для них как интересно, заходишь. Конечно, смеяться грех, но это самое. Заходишь, и отдельная сидит девушка, которая пенсию выдают наличными деньгами. Вот так вот. Полиция, смотрите. Вот если кто-то на вас нападает, какие там бандиты, да, можете полицию здесь вызвать. Вот. Полицию. Кнопку нажали, тут народу тут много вышло. Тут кабак у нас. Ой, ювелирный алмаз. Алмаз, бриллианты. Короче, здесь вот место, где дофига всяких ювелирных магазинов. Вон там даже целый дом КРГ. Вон он. 3 этажа драгоценностей. Там, значит,
бриллианты продают. Вот два магазина, по-моему, были. Diamond. Ну и здесь вот, ну, поскольку здесь центр, да, и вот эти вот отели понастроены, да. Вот это, кстати, гостиница Лена, она... Интересно, а тут можно пройти? А можно даже тут пройти, смотри. Супер до 50%. Кстати, здесь можно походить, поснимать. А я что-то не ходил. Тут пепельница, у них курилка. Ну раз этот ресторан, значит, людям надо выйти покурить, да? Сами понимаете. А я там спущусь, нет? Интересно, так вот это сделали вот эти вот, видали, да, в таком старом стиле. Вот у них, вот, смотрите, как инсталляция даже какая-то. А это сам ресторан. Я вас не буду там людей снимать. Вот такая здесь походилка. Ой, цветы, смотрите какие. Как шикарно в Якутске, да? Цветы живые. Здесь растут. Ну, это зал ресторанный. Большие дяди ходим, не будем их пытаться запечатлеть, а то, не дай бог. Крутые дяди. Толстыми кошельками. Так. Вот, телефон у меня еще снимает. Вот, сегодня бизнес-ланч. Отель Лена. Вот это вот. Видали, да? Отель. Отель от слова хотеть. Но его реставрировали. Здание это старое. Ой. Тут же, кстати, отель Стерх. Вот это вот здание. А напротив гостиница Парус. Вот. Гостиница Парус. Тоже. Вот Стерх там. Гостиница Стерх. Вот у них вход здесь. Давайте немножко зайдем. Погреем вот там этот холл. Я уже не буду туда проходить, просто зайду в банкоматы. Тут тепло, обогреватель. Сейчас мы погреемся и пойдем на это. Туда, на площадь. Так, отсюда, кстати, вам немножко поснимаю. Видно, да? Слушай, это же не круто. Я немного погрею свои конечности. Да. Так. Погрею немножко, постою и потопаем. Что-то уже подмерзать я стал, да? Долго ходить вредно по морозу. А то можно какие-то все болячки хронические заработать. Так. Опа. Все, выходим. Сейчас я быстренько бегло пройдусь по ней, покажу, что там хорошего наваяли, какие скульптуры все поставили. Вот такая гирлянда здесь шикарная с лампочек, шикардозная. Так, вон там термометр Лорд, он показывает минус 30 градусов. Ну, наверное, как всегда врет, потому что занижена обычно температура. Ну, потому что у них термометр где-то рядом со зданием, а здание еще дополнительно тепло создает. Так, вот. Пойдемте вот сюда вот. Здесь вывеска, вот ЕКТ.ру. Кому интересно, ага, заходите туда, про Якутск. Новости, там форумы разные у них есть. ЕКТ.ру. Набирайте в интернете в адресной строке. ЕКТ.ру. Попадете, вы узнаете все новости про Якутск там и так далее. Пообщаетесь. Там доска объявлений есть. Короче говоря, заходите сюда. Большой такой портал Якутска. Вот здесь небольшой скверик такой. Но сейчас тут ничего уже нету. И вот этот фонтанчик. Так, опять они, а, собаки. Это кто же, а? Заблокировать. Вот я его заблокировал. Этот авточат подключается. Он уже надоел, а? Честно говоря, мешает. Встревает. Какая-то программа, которая автоматически находит стримы и туда вставляет свою мерзкую информацию. Смотрите, как сделано все. Ух.
Это вот фонтан, на зиму его закрывают вот этой вот штукой. Каркас, такая ажурный каркас. И вот национальный орнамент вот такого плана вокруг все здания Лорпа. А это здание почтамта. Городской центральный почтамт. Вот это вот. Отсюда же, от него километры от города Якутска, которые отсчет идет, километраж вот от этого здания идет. Ну и выходим, мы уже разворачиваемся. Вот елочка. Тут здание Саха-театра. Вот такая интересная конструкция. Смотрите, там наверху как будто бы какая-то антенна, что-то она принимает, откуда-то какие-то сигналы радио. Вот интересный театр, самобытное искусство здесь. Культура народов. Ну, Саха-театр. Вот сам, значит, у нас сама елка. Ну и здесь смотрим вот эти ледовые фигуры. Ледовые фигуры. Я уже снимал. Их у меня отдельно есть 2 видео даже, да. Ну, сейчас стрим немножко поснимаем. Острог называется вот это вот. То есть сам острог это вот он. Сам острог вот это такое. Тут, конечно, у нас подсветочка идет. Лампочка там монтирована. И вот такая красивая зимняя инсталляция. Дальше. Это у нас, о, Господи, как называется? Зов предков. Зов предков. Ну, сами смотрите, тут, вот они предки. Это современные якуты, я так понимаю, да? А вот это предки. Зов предков. То есть где-то под землей, что ли, в другом мире они. Это вот современные здания, которые уже в Якутске строят. Да. Такая вот конструкция. Шарик здесь. Раньше на этом месте, по-моему, была как трон такой, куда садились и фоткались. А сейчас трона почему-то нету. Вот тоже инсталляция. А лаптах тун. Вот это вот. То есть мы видим здесь человека. Вот у него вот такие вот, что такое? Бивни, да, бивни, это что такое? А под ним интересно, смотрите, это дети, да? У них мячик. Вот так вот. Дед Мороз, что ли, это? Чисхан, похож на него. Вот так вот он, это ноги его, да? Ноги, руки, а это что? Это такое, типа, полумесяц, может быть, он взял, поднял его и держит. Интересно, да? Ну, какая шикарная композиция из льда. А зачем тут вот это вот делает кусок глыба льда? Интересно. Забыли убрать. Новогодняя игрушка вот эта вот. Новогодняя. 390 лет Якутску в следующем году будет. Вот тут даты со дня основания. Так. Олень. Вот это вот так, оленевод получается, да, или ребенок, не поймешь. Ну, олени обычно маленькие. Это, скорее всего, ребенок, я так понимаю. Олень такой. Ой, что-то мне ноги подмерзают. Здесь вот такие подарки кто-то кому-то кубики принес. Это медведь, что ли? Похоже на медведя, а это ребенок. Смотрите. Интересно, да? Пытается забрать у него подарок. Как называется она? Элептах Тыган. Вот она как называется, эта композиция. Вот так вот. Так. Ну а это часы. С годом. Год тигра будет. Вот тигренок, или кто это такой? Тигренок, скорее всего. Все сложно догадаться, конечно. Я вот так вот. То ли медведь, то ли тигр, то ли... Кто это? Ну я... А это часы вот новогодние.
12 часов показывает. Ну и тут детишки визжат. Смотрите, как он. Здесь здорово. В минус 32. Можно туда забраться даже наверх. Вот такая есть. Ой. Ой, 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 ой. Вот они, видите, катаются. Вот. Ой, боже мой. Ё-моё. Что творят-то, а? Что творят? Как вот ложатся. Тут уже накатано капитально, конечно. С этими, как они называются, ледянками ходят. И туда вон. Туда. Катаются. Ледовые фигуры. Это один ряд, потом второй ряд и третий. 3 ряда фигур. Вот он, пожалуйста. Так, а как мне тут спуститься? Это тут опасно ходить. Ой, хорошо. Можно за перила, вот эти деревянные перила держаться. Ой. Даже написали подъем здесь. Это для тех, кто вот посюда забирается, видать. Вот по этому снегу насыпанному. Ой. Так, ну что, давайте я еще этого сниму вам. А то я чувствую, что телефон сейчас вырубится. Нафиг. Покажу вам Чисхана и Харчану. Это якутский Дед Мороз и Снегурочка. Сейчас я покажу. Вот за них обычно много народа. Ну давайте. Пока телефон меня снимает. Вот Дед Мороз там. Вот он. Вот. Видите, у него на голове такие рога, не рога. Короче. Вот у него посох такой. Ага. Вот он, такое там подсветочка. И тут люди фоткаются. Вот это его Снегурка. Подруга. Конечно, тут всегда так. Это мне уже дубильно люди. Мне надо уже куда-то бежать. Давайте еще бегло. Потому что чувствую, сейчас все отвалится, зависнет у вас на нами связь. Бегло сейчас я вот эти фигуры покажу. Кому интересно, конечно, может в деталях посмотреть на видео. Там 2 видео я днем и вечером снимал. Вот такая скульптура ледовая. Вот тоже. Это Острог. Это Якутск. Башня такая строго. Раньше был когда. Вот этот тигр. А вот интересная композиция. Это олени. Вот, смотрите. 2 оленя. Это полярная звезда. Наверху. Ух. Так, здесь у нас поймал эту звезду, а это олень. Называется Хатуго-Сулус. Видно, да? Эта композиция. Так, дальше. Тут такая девушка интересная с румяными щечками, но у нее на голове какие-то волосы и еще и рога еще растут. Я вообще не понимаю, что это там пытались изобразить. А это тигр вот такой вот, типа игрушки с такой этим, как его, шапочка такая, видали, да? Ой. Вот елка. И у нее она обнесена, вот тут уже не деревянный такой этот, не из дерева, а ледяная, короче. Видали, да? Лед. Настоящий лед. Это вам не имитация. Интересно, много туда сотовых телефонов попадало? Если сотовый телефон упадет, что делать? Так что туда лучше не суйте. Ничего. Так, все, давайте. Памятник Кулаковскому с аркой. И вот это еще ряд есть. Так, давайте быстрее. Ряд скульптур ледовых. Тут что-то доделывается, я так понимаю, потому что вот глыбы эти везде они что-то еще будут делать, что ли. Девушка вот держит острог в национальном наряде. Так, это у нас мальчик, который собирает домик. А тут интересно. Вот там вот окошко, это имитация окошка, этот ребенок смотрит вот через лед в окне.
Понимаете, да? Можно сзади даже посмотреть. Вот так вот она стоит. Сумка у меня падает. Вот так вот. Видно, да? Залезла она сюда. Сзади подглядывает наружу, смотрит, когда ей подарки принесут. Ну, многие в детстве, наверное, тоже ожидали каких-то чудес на Новый год. Вот, в частности, эта ситуация изображена здесь. Здесь у нас... Я так и не понял, а что это такое? Так, человек, он что-то держит, что ли. И надпись 390 лет. Что такое? Якутску 390 лет. Ледовая композиция. Такая вот. Дальше. Вот старая и новая. Вот я уже понял, это новый дом, а это старый дом. И елка еще. Три в одном. А вот это самая тут такая интересная работа. Черон. Это национальная такой посуда. Там для кумыса. Вот такая вот она с тремя ножками, да? И наверху вот девочка, которая поймала птичку. Птичку вот она, видно, поймала, да? И держит ее. Можно вот сзади зайти посмотреть по объеме, как все это выглядит. Ну, вот таким образом. Все я вам тут показал. Больше здесь на площади Орджоникидзе ничего нету интересного. А детей, по-моему, еще больше стало на горке. Дети еще прибежали. Теперь надо срочно заходить вот сюда, вот напротив. Я сюда захожу погреться. Можно на почтам зайти, кстати. Или вот сюда. Но я сюда. Тут можно и кофеек даже попить. Так, ой. Не вырубился бы телефон у меня. Не вырубился бы. 12 секунд осталось. Так. Тоже вот старый дом такой. Вот эта часть, кстати, у него тоже заваливалась когда-то. Вот этого дома. Ее восстанавливали потом. Грунт ушел или что-то непонятно. Что-то со сваями случилось. Короче, вот эта часть дома завалилась. Лет, наверное, 15 назад это было. Вот сейчас туда заходим. Бывший 4-й магазин. Сейчас это у нас называется Якутия, торговый дом. Велосипедом нельзя заходить. Все, зашли. Вот, сразу. Интересно, вот здесь есть вот это видно, да? За высокие показатели. Он запотел, что ли? Точно, у меня телефон запотел, с мороза зашел. Это старинные какие-то, короче, вещи. Здесь вот монеты какие-то. Комсомольские значки. Значок ударника. Он все снимает, нет? Я про то. Запотел. Сейчас надо, чтобы отошел. Тереть, извиняюсь. Закатился. Октябрятский значок, пионерский, комсомольский. И значок ударника коммунистического труда. Все тут какие-то советские значки, целая куча. А это здесь тоже какие-то военные награды. Удостоверение ЦК КПРФ. Орден Сталина. КПРФ. Комсомол Якутии. Вот такие значки раньше были. Короче, здесь вот их куча целая. Это значки про Якутию, да? А, даже по поселкам есть. А нет, это не Якутия, это Россия. Даже Советский Союз, потому что вот этот значок, это Ташкент. Ташкент, Серпухов, Шуя. Старые купюры, да? Продаются можно. Ой, господи. Сейчас. Дмитрием. Вот эти вот старые, да? Какие-то купюры. А вот весы. Вот смотрите, такие весы продают. Даже у меня, кстати, есть такие весы. А они тут продаются. Какие-то старые открытки.
турки. А вот эти вот. Раньше ручки такие были. Так. Подстаканник вот этот мельхиоровый. Колокольчик. Бюсты Ленина. А это старые игрушки. Вот эта гирлянда старая, по-моему, что ли? Ага, вот это вот. Елочная гирлянда старая. Такие раньше были. Какие-то древние монеты еще. Короче, вот кого старин... А, вот это старые елочные игрушки. Вот у них здесь. Представляете? Короче. Старые вот эти советские еще елочные игрушки продают. Тоже какие-то штуковины здесь. А, вот часы даже старые есть. Вот эти вот первые электронные с калькулятором. Видали, да? Открывашка, как у меня. Я такой открывашкой пользуюсь до сих пор. А здесь она лежит. Видите, как бутерброд? Вот она здесь лежит. И шаломка тоже такая у меня есть. Четвертый магазин. Продают такие заходы здесь. Отдельно такие входы есть. Ой, зверяна. Очередь, кстати. Смотрите, в конце рабочего дня очередь, конечно. Местная. Техника, а? Тесно. Лепешки, хлебокомбинат. Тортики. Яйца по 100 рублей. Десяточек. Хлеб. Хлеб показать вам. Почему у нас хлеб так стоит? 48 рублей. 600 грамм первый сорт. Так, ладно. Такой от 44 рубля. Первый сорт. Это твердый. Тут, кстати, подешевле, а батон стоит 54 рубля. 0,4 килограмма, 400 грамм. Нарезной. 54 килограмма. Тут у них вроде как подешевле, кстати. Такой хлеб продают прикольно вкусный. Купеческий. 50 рублей. Колбаса. Вареная колбаса. Так, давайте. Продукция якутского хлеба комбината. Вот что они производят. Они даже делают мармелад, зефир и всякие вкусняшки. А вот это, кстати, коржики. Коржик молочный. 2 штуки 68 рублей уже. Раньше он по 10 рублей стоил один такой. А сейчас 68 2 штуки. Это по 30 с чем-то рублей. Ключи делают. Продают. Это продают. Вот, флешки продают. Карты памяти. А новогодние. Прям чисто Такие штуковины. Вот здесь рыба. И прямо так можно взять ряпушка. 400 килограмм. Малосолка, да? Щуки 2,5 кило. 950, 1300. Копченая, холодного копченого рыбка. Семга 1700 килограмм. Икра есть под 3200 полкило. Сыр 800 рублей килограмм. Здесь у нас
Квасиговая 2600, а вот это что такое, Нельма, 1000 рублей 1 килограмм. Пожалуйста, рыбка, кому нужна. Такая весит, наверное, не знаю, килограмма 3, наверное, весит, или больше даже, 4. То есть как раз вот на 3-4 тысячи. Сик 450. Карась, а вот карась есть. 200 рублей килограмм. Уже нафасованный карасик. Карасик. Этой штуки. Что тут можно выйти, да? Удобно, в перчатках. А, можно, ладно, дальше пройдем. Оптика. 4-й магазин бывший. Сейчас он Якутия называется. Или Якутский, или Якутский. Джол Даймондс. Бриллианты. Бриллианты. Тут тоже продают что-то. Ювелирочка какая-то. Такая кольца обручальные. Так, вот такое маленькое колечко стоит 7000 рублей. А под толще 12 нормально. Шапки. Ну, все, мы заходим, по сути дела. Все. Выходим. Вышли. Все, давайте еще погуляем с вами. Пока не вырубится телефон, я так уж и быть сегодня похожу вам, поснимаю. Тут двухэтажка была деревянная. Ее сейчас снесли. Снесли и, короче, это самое. Забор построили. Что-то будут здесь такой какой-то супер дом строить. Супер. Идем по улице Петра Алексеева. Длинная улица, вот она от площади Орджоникидзе, получается, туда шурует. Аж до 17-го квартала. Ну, там 2-й, 5-й, 17-й квартал. Самые такие страшные квартала, где люди ходят еще в туалет на улицу, там выгребные ямы сливают. Ну, я снимал, кому интересно, конечно, может посмотреть. Все там есть, смотрите, в плейлисте про Якутск, там все видео есть, кого интересует, значит, какие-то районы Якутска, вот там посмотрите, ну, возможно, найдите то, что вам интересно, потому что я снимаю уже не первый, как говорится, год, и там материала, в принципе, достаточно уже накопилось. Ух. Так. Вот такой длинный переход, по нему идти приходится, никуда не денешься, ни налево, ни направо, только вперед или назад. Ну. Пока там еще ничего не делают, но уже загородили, расчистили площадку, будет строиться. А здесь выходим, кстати, вот этот дом здоровенный, тоже его делают. Тут раньше был дом охотника. Дом охотника, вот типа тоже. Его снесли, и на месте его вот что-то новое такое, гигантское строение какое-то делают. Стройка, по-моему, заморожена, что ли. Вот такая вот интересная архитектура, паспорт объекта. Извините, конечно, но я ничего не вижу. Мне надо очки надеть. Тут еще темно. Тут прочитайте эту надпись. Так, все, дальше идем по улице Петра Алексеева. С этой стороны здесь вот этот дом. Тоже недавно его построили. Когда-то здесь были двухэтажные деревяшки. Кто помнит? Вот они так рядом. Ну их посносили. Вот сейчас вот построили вот такие вот большие дома. Хорошие. Первые этажи, конечно, у них заняты в основном всякими магазинами, фирмами, как это обычно. Вот на примере этого дома, вот здесь вот первый этаж, вот тут туристская компания какая-то,
находится. Дальше тоже зубная клиника, стоматология, кстати. Вот здесь вот стоматология. У кого зубами проблемы, вот можете сюда приходить. Ж-дент. Ж-дент. Тут еще какой-то вход, который заброшен и не используется. Так, с этой стороны вот такой домик построен. Это там тоже магазины какие-то. А, там, по-моему, меха продают, шубы. Вот в этом магазине, вот в этом дому. А здесь тоже куча магазинов. Первый этаж. Посуда там, что-то какая-то аптека. Я тут даже никогда сюда и не заходил в эти места. А тут фирма Авалон. Комиссионный магазин, кстати. Комиссионка. Ну, электроника в основном. Так, а это что такое? Валберис. Валберис. А почему Валберис такой забытый, а? Забытый. Мне же, кстати, люди, надо на Валберис зайти. Точно. Блин, я совсем забыл. Алмаз. Алмаз, но не тот алмаз, который вы думаете, да? Бриллиант там, да? А это алкомагазин, алкогольный маркет. Алмаз вот здесь вот. На Петра Алексеева, вот сюда вон. И тут же, кстати, Алмаз Эргенбанк. Интересно. Одни алмазы кругом. Так что эти алмазы устаешь даже собирать. Так за целый день так находишься, понагибаешься за этими алмазами. Все потушки, детская подростковая обувь. Что потом спина уже не может тащить эти алмазы. Да, вот так вот у нас здесь все в алмазах. Тут раньше остановка была. Короче, вот на этом месте люди. А я, оказывается, остановку перенесли туда дальше. А вот эти магазины тут остались. Вот продуктовые магазины. Я, короче, тогда здесь встал, жду автобуса. Ой-ой-ой, чуть не упал. Горпечать, кстати. Вот киоск горпечати. Ну, давайте сюда забредем. Забредем сюда, наверное, я уже... Мне потому что Валберис найти надо, а там код. Там мне... Так что будем с вами это... Гудбай, прощаться. Сейчас я туда зайду, чтобы завершить стрим. Я чувствую, у меня сейчас телефон замерз. Специальная аптека. Здесь больше-меньше. Вот какие хорошие здесь батареи. Можно погреть себя, свое тело перед тем, как идти на улице. Сладости, да, для радости. Только нет. Вот больше-меньше. Больше-меньше. Продуктовый маркет. Так, ну все, ладненько. Сейчас я почитаю, что вы там пишете. Здесь аптечка. Кому плохо, может в аптечку подойти. Так. Зайдем. А, ну все, уже никто ничего. 1,5 часа у меня стримчик. Так что давайте всем пока. Завершаю трансляцию. Мне надо идти уже дальше. Окей. Завершу. Упс.